В берлинском парке Герлицер процветает наркоторговля и беспредел. Но несмотря на это, сенатор столицы по вопросам внутренних дел Андреас Гайзель утверждал, что уровень преступности в парке и его окрестностях значительно снизился. Примечательно, что вечером того же дня в парке было совершено ножевое нападение. Раненого 22-летнего парня из Гвинеи доставили в больницу. Так что же на самом деле происходит в этом парке? Актуальная ситуация отчетливо показывает нам, что в парке далеко не все чудесно. Он уже давно не является парком, который мы, исходя из нашего понимания права, хотели бы иметь в Берлине. Там все еще находится много преступников, которые играют с людскими жизнями и регулярно устраиваются потасовки, говорит Бенджамин Джедро, спикер профсоюза полиции. По мнению главы профсоюза полицейских, политики Берлина должны решить, сделать ли им парк безопасным для детей или же принять тот факт, что рядом с ними будут находиться преступники. Чтобы обеспечить безопасность в парке Герлицер, нужно постоянное присутствие в нем полиции и поддержка со стороны политиков. И хотя сенатор Гайзель утверждает, что уровень преступности в парке и вокруг него снизился, в действительности все обстоит иначе. Это подтверждают актуальные цифры в период с 1 января по 6 мая 2019 года. За это время полиция зафиксировала здесь 27 случаев, плюс 50% нанесения опасных и тяжелых телесных повреждений. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали 18 случаев. До 6 мая было совершено 13 нападений на полицейских. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году в парке пострадало 8 полицейских. Было проведено 978 персональных проверок. Осуществлено 45 задержаний, выписано 625 запретов на нахождение на территории парка, плюс 31%, если сравнить с прошлым годом. И с января по май здесь обворовывали людей. За этот же период прошлого года было зафиксировано 77 случаев ограблений. Десятки полицейских провели рейд в парке. Они обнаружили большое количество пакетиков с разными наркотиками, в том числе с кокаином, ЛСД, метамфетамином и гашишем. С помощью собак и ищеек полицейские обнаружили много тайников. Дилеры закапывают свой товар в определенных местах, прячут его на деревьях и в кустах. Полиция сообщает, что парк между собой условно поделили 4 группы африканцев. Мужчины из Мали, Гвинеи, Египта и Алжира. Полицейские рассказывают, что у них связаны руки. После временного задержания дилеров отпускают, и они вновь возвращаются в парк Герлицер. Пока не будут приняты меры на политическом уровне, полицейские не смогут действовать. Сейчас полиция может только чаще проводить рейды, а также ежедневно отправлять в парк патрулей, служащих в гражданском. Это, к слову, о той раздутой чеченской мафии, которая, со слов журналистов, контролирует весь наркооборот в Германии. Уж где, но такой пирог вряд ли они упустили бы. Но самое лучшее место контролируется вовсе не чеченцами, а 4 группами африканцев. Это о чем-то говорит. Берлинский парк Герлицер печально известен даже за пределами столицы. Уже несколько лет это место считается зоной наркоторговли. Здесь наркодилеры ни от кого не прячутся и свободно продают то, что запрещено продавать. В этом парке есть жесткий контроль. Среди наркодилеров кто и где, и, естественно, что будет продавать. Это такая иерархия маркетинга. Вот что надо было бы освещать журналистам, доводя до власти проблему этой местности, не откладывая ее в долгий ящик со словами «раз там не фигурируют чеченцы, то это неинтересно». Попытки приписать всех проживающих на территории ФРГ чеченцев к склонным к насилию преступной группировки не имеют под собой почвы. Эти потуги журналистов, которые ведомы определенными лицами, подвластны определенной авторитарной системе, завуалировав все это под демократические ценности, старающиеся дискредитировать чеченцев в Германии и в Европе на основе бездоказательной базы, это ясный звонок, даже можно сказать звон в колокол о коррумпированности СМИ уже на территории ЕС. Заказные статьи, формирование мнений об определенной нации в негативном русле, возведение в ранг врагов государства и тому подобное. Этому скорее поверит обыватель из какой-то глубинки. Но более просвещенный, начитанный и понимающий систему противопоставлений не будет вестись на этот бред. Он сможет рассеять этот дым, пускающий в глаза. Повторяюсь, как и в предыдущем ролике на эту тему,
Преступные элементы есть в любой среде, и мы, конечно, не исключение. Однако недопустим навет на всех. Невооруженным взглядом виден метод национализации проблемы в случае одного народа, а в случае другого размытое объяснение. Мы будем осуждать и призывать к справедливому суду в отношении чеченцев, совершивших правонарушения на территории Германии. Однако для нас неприемлемо наглое и безосновательное вранье. Почему эти журналисты так поверхностно осветили убийство главы административного округа Кассель, земля Хессен, Вальтера Любке? Тело Вальтера Любке было обнаружено в ночь на 2 июня на террасе его дома в Вольфганге. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния. Первоначально расследование было поручено специальной комиссии в составе 50 человек. Подозреваемый Штефан, арестованный по этому делу, близок к неонацистской группировке, которая имеет связь с террористической ячейкой национал-социалистическое подполье. 10 лет назад Штефан, которому сейчас 45 лет, вместе с 400 другими неонацистами напали на участников митинга немецких профсоюзов. Акция была организована неонацистской группировкой Комбат-18. Вы слышали о ней когда-нибудь что-то? Чем она лучше любой другой террористической организации, дислоцирующейся на территории Востока или Запада? Ни одного видео нет на русском языке для русскоязычной аудитории на просторах Ютуба про эту организацию. Лишь маленькая статейка, поверхностно описывающая ее деятельность. Неонацистская группировка Комбат-18 – это боевой раздел Адольфа Гитлера, или К-18. Это боевое подразделение, запрещенное в Германии организации под названием «Кровь и честь». Что такое неонацизм, я думаю, вы знаете. Члены этой организации на протяжении многих лет поддерживали и скрывали террористов национал-социалистического подполья, таких как Беате Чапе, приговоренную к пожизненному заключению, признав ее виновным по 10 фактам убийства в составе неонацистской группировки, Уве Мунлуса, покончивший жизнь самоубийством, и Уве Бенхарта, тоже покончивший жизнь самоубийством. Согласно информации правоохранительных органов, Штефан является членом группировки Комбат-18 в Дортмунде, которая призывает к сопротивлению нападениям на политических противников. Главным представителем неонацистов из Дортмунда является Робин Шмиман. Он был приговорен к тюремному заключению после того, как в 2007 году во время нападения на супермаркет в Дортмунде стрелял в одного из посетителей. В 2013 году стало известно, что Шмиман переписывается с Беате Чапе. Неонацистская группировка следует концепции сопротивления без лидера. Известно, что каждый член группировки Комбат-18 дает клятву молчания и не имеет права говорить о делах организации с людьми, которые к ней не принадлежат. Кроме того, каждый месяц члены Комбат-18 платят взносы в размере 15 евро. Если об этом знает маломальски интересующийся политикой Германии человек, то вопрос к вам, журналисты-чеченофобы, чем для вас не тема для ваших статей? Но нет же, вам за освещение насущных проблем не платят. Ваша такса определена тем, как лучше и зрелищнее вы опишете злого чеченца, ползущего на берег Рейна и точащего свой нож Бокер немецкого производства. Хороший пример случай из 2017 года в Австрии, где задержали 22 чеченцев. Все задержанные допрашивались управлением уголовной полиции. Как указывает агентство, в отношении чеченцев было открыто расследование по подозрению в нарушении параграфа 246 уголовного законодательства. Это враждебные по отношению к государству связи. Это массивно тиражировалось во всех СМИ, чтобы весь мир узнал. Но потом 20 из них были отпущены за неимением состава преступлений, а двое оставшихся проверялись дальше. О том, что 20 из них были оправданы, эти СМИ не писали. Главное для них первоначальный мощный выхлоп. Наблюдали во время неисправности силового агрегата машины, как выстрелы исходят из глушителя. Таким же образом ценность имеет первоначальное громкое заявление, и неважно для них, что было потом. Другой пример, конечно, не связанный с нами, но если бы эта афера прошла, то указавший бы негативные последствия на чеченцев, проживающих на территории Австрии. Это связано с вице-канцлером Австрии, лидером ультраправой австрийской партии «Свободы» Хайнцем Кристианом Штрахе, который попал в скандал из-за видео, на котором он ведет переговоры, где ему предлагают деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги, такие как помощь в получении выгодных строительных подрядов и, внимание, барабанная дробь, почувствуйте важность момента, покупки австрийских СМИ в обмен на финансирование его ультраправой партии. По словам политика, если бы эта газета оказала поддержку АПС,
во время избирательной кампании, то она могла бы претендовать на 34% голосов вместо 27%, которые предсказывали тогдашние опросы. Будущей владелице газеты, которую читают до половины жителей Австрии, он обещал вхождение в десятку самых влиятельных людей страны, которым открыты двери в любой бизнес. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, он хотел, чтобы СМИ в Австрии были устроены по образцу соседней Венгрии, где премьер Виктор Орбан, также считающийся в Европе правым популистом, добился их лояльности властям. Мы начали обсуждение наркодилеров и плавно перешли на австрийское правительство. Многие могут задаться вопросом, где связь? Да что ты, черт побери, такое несешь? А соль в том, что кто владеет средствами массовой информации, тот владеет миром. Вы слышали не раз эту фразу, но знаете ли вы ее историю? Краткий экскурс по истории, как говорил мой преподаватель на историческом факультете, окунемся в эти дебри. Основатель английской ветви Ротшильдов, Натан Ротшильд, успешно торговал британским текстилем и через какое-то время основал собственный банк. Самый успешный бизнес Натана Ротшильда начался в 1814 году, когда британское правительство привлекло его банк к финансированию военной кампании против Наполеона. Крупные суммы золота, за год это свыше 11 миллионов фунтов стерлингов, переводились из Англии маршалу Веллингтону и союзникам через этот банк. Натан и его брат Якоб выручали громадными суммами в неспокойной Европе, избавляя клиентов от рисков перевозки денег и просрочки платежа. Кроме финансовых работ, братья Ротшильды имели одно хобби. Они страстно любили голубей. В средние века хорошо обученный почтовый голубь стоил не дешевле арабского скакуна. В 19 веке они помогли Ротшильдам сделать самое крупное состояние того времени. В 1815 году вся Европа была напугана реваншем Наполеона. После триумфа 100 дней фондовые биржи Англии лихорадило. Все с тревогой ждали, чем закончится решающая битва между армиями Наполеона и Веллингтона при Ватерлоу. И в начале сражения наблюдателям показалось, что выигрывает Наполеон, в чем срочно сообщали в Лондон. Однако на помощь войскам Веллингтона подоспел прусский корпус Блюхера и решил исход боя в пользу союзников. Наполеон бежал. Все это время Натан Ротшильд имел в своем распоряжении штат шпионов, которые следовали по пятам за войсками и тотчас же отсылали донесения своему хозяину обо всех важных событиях. Естественно, голубиной почтой. Последние голуби с шифрованными инструкциями, привязанными к лапкам, были немедленно выпущены сразу после битвы. Утром следующего дня Натан Ротшильд явился на лондонскую биржу. Он был единственным в Лондоне, кто достоверно знал о поражении Наполеона. Сокрушаясь по поводу успехов Наполеона, он немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника, английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от бесценных акций. Их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через день. Многие держатели ценных бумаг покончили с собой, а Натан за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большей долей британской экономики. Такую же операцию в парижской бирже осуществил брат Натана Ротшильда Якоб. Так и родилась эта знаменитая фраза. Помимо явных преимуществ в зомбировании нужной информации, есть и неочевидные – сокрытие нужной информации. Как это делается? Очень просто. Есть так называемые центральные каналы, официальные СМИ. Достоверность любой информации определяется следующим образом. Сказали об этом по официальным каналам или не сказали? Дискредитировать же любую информацию тоже легко. Достаточно показать ее по, скажем, РЕН-ТВ. То есть, когда кто-то говорит что-то из ряда вон выходящее, часто можно услышать: «Все ясно, насмотрелся РЕН-ТВ». Только кажется, что телевидение развлекает. На самом деле оно прививает населению шаблоны поведения путем многократных примеров поведения в своих передачах. И шаблоны мысли путем многократного повторения в разных формах. Строит вокруг обывателя кокон виртуальной реальности, который надежно ограждает того от восприятия реальной реальности. Однако, где свободная пресса? Где журналисты? Где точка зрения, которая неофициальна? И если им верить, все вокруг террористы.
Где свободная пресса, где журналисты, где точка зрения, которая неофициальна? И если им верить все вокруг террористы, от этих мыслей становится очень печально.